Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вы в прошлой передаче говорили, что у каждой личности заложено стремление к духовному развитию. Вот это стремление вернуться домой. И что каждый человек как личность, он это чувствует. Ну, только когда человек слаб как личность, и когда в нем доминируют все-таки бесы от шайтана, то тогда получается, что они и живут вместо человека, они и говорят вместо человека, они управляют его телом, словно аватаром. И поэтому человеку очень важно, каждому человеку, понять, кто он настоящий, и становиться сильными личностями, перед которыми очень многое открывается. Тем более, вот как вы сказали, мы живем в удивительное время, когда все больше и больше силы от мира духовного идет к каждой личности. И в этот период очень многие люди, как личности, они становятся сильнее. Поэтому так важно, чтобы люди все-таки встретились с истиной, восприняли ее. И очень важно, чтобы люди понимали, кто они, проводником чьей воли они являются в каждом здесь и сейчас. И вот в связи с этим вопрос: от чего зависит, примет ли человек истинные знания? Примет ли человек истинное знание? Ну, я скажу так, это, друзья мои, зависит от вашего беса, насколько он силен, и от вас, насколько сильны вы как личность. Если бес сильнее личности, то он не позволит человеку как личности принять знания и стать на духовный путь, на путь духовного спасения, к сожалению. То есть каждая личность априори, она по-любому воспринимает эту истину и принимает эти знания. Сама по себе личность, она уже настроена, Чувствует. она стремится домой. Ну, личность человека — это все-таки частично часть мира духовного, а частично немножко материально, скажем так, немножко. Но личность никогда не будет на стороне дьявола. Рабом может быть, но если у нее есть выбор, она всегда выбирает путь духовный. И вот когда есть люди, вот, ну, скажем так, атеистами себя называют, что они не верят в Бога, они не верят в чёрта и тому подобное. Это как раз те люди, которые полностью погружены уже во власть, под власть самого сатаны, скажем так. Они не понимают, кто они не понимают, где они. У них все настолько вот материально, просто, все понятно, мы живем вот как зверюшки, но они не чувствуют того, что человек — это не зверь. Они не понимают элементарных простых вещей. Но тем не менее, я скажу так, атеистов нет. И поверьте, если, ну, скажем так, мир не изменится, и мы не сможем его изменить, это будет правильнее, то исчезнут атеисты с этой планеты. Они вначале станут верующими, а потом исчезнем все мы. Игорь Михайлович, ну вот тоже такая интересная ситуация. Порой так бывает, что люди абсолютно такие заматериализованные, которых действительно можно назвать атеистами, которые все время считали, что к Богу идут либо фанатики, либо какие-то неудачники, те, у кого не сложились Ну, или отношения, либо не от мира сего. Вот. И так случается, что, будучи перспективными здесь, в материальном мире, имея блестящие перспективы там, по какому-то карьерному развитию, они вдруг сталкиваются с такой глубиной внутренней, с проявлением, с духовным вот этим подарком благодати Духа Святого, что это кардинально меняет их жизнь, и для них Бог становится на первом месте. И вот очень интересовал вот этот вопрос: как же так получается, что люди, которые никогда о Боге и не размышляли, не помышляли, были далекими от религии, были глубоко в материи, и вот почему им такой большой дар Духа Святого А он всем преподносится? А на самом деле нет людей, которые бы не сталкивались с проявлением Святого Духа. Некоторые просто этого не замечают. Некоторые настолько погружены в свои проблемы, настолько они в материальном мире, что они не чувствуют этого даже. Но это крайне редко бывает. В основном люди, скажем, в массе своей, они испытывают это вдохновение. Единственное, что у них тут же забирает это все тот же дьявол, понимаешь, и человек остается ни с чем. Сознание тут же рассказывает, что это не то, это эмоция была.
В общем, как всегда, бесы заговорят, и человек где был, там и остался в рабстве. А бывает действительно, когда люди, ну, скажем так, из богатых семей, ну, чтобы понятно было, мы живем в потребительском формате, здесь оно понятно. Они находятся там где-то при власти, на высоком положении, все, и вдруг в одночасье они испытывают то, без чего жить уже не могут. И многие из них уходят не только в религию, но и в монастыри. Это действительно так. Они пытаются там найти, разобраться, найти то, что имели и утратили. Это знаешь, вот если человек слетал в космос, то ему на Земле уже очень тяжело. Ему хочется обратно туда. Почему? Потому что ну, вот космос, он дает внутреннюю свободу. Он действительно дает те ощущения, которых на Земле нет. Уменьшается давление сознания, скажем так. И как личность они становятся свободнее, они действительно ближе к Богу становятся. Не потому, что они взлетели выше, а потому что, друзья мои, электромагнитная разряженность, ну и тому подобное, послабление происходит. И здесь личность, она активируется сильно. Человек, если не обладает знаниями, он не знает, что с этим делать. Но у людей начинается и видение, и восприятие другое, и вот жизнь другая. Когда только они прилетели на Землю, вот такое ощущение у многих складывается, будто в ад погрузились, понимаешь? И им уже хочется обратно в рай. Так тоже легкое соприкосновение, всего лишь навсего. Так вот и у людей, которые на Земле, когда они столкнулись со Святым Духом, когда наполнились этой силой, то, утратив ее, они начинают ее искать всю жизнь. Это становится основной целью их жизни. Но это неправильная цель. Правильная цель — это жизнь. А на пути к жизни вечной, к миру духовному человек обязательно встретится с Духом Святым и обязательно наполнится силой. Ну, другого быть не может. Просто немножко не та цель. Цель опять-таки ставится людьми на те же самые ощущения, на то наполнение, на тот покой, который они обретают внутри. Ну, А если у человека сугубо материальная цель, и вот он встречает такое излияние Духа Святого на себя, чем это обусловлено? Ну как это, если у него сугубо материальная цель, и он встречает такой подарок, Встречается с скажем таким так. состоянием, да. Ну, скажем так, это проявление идет, когда человек, находясь, ну, к примеру, сосредоточен очень глубоко на чем-то материальном. Вот он сосредоточился, вложился в одну цель, да, и ему достаточно лишь как личности повернуться в сторону. То есть, когда личность интенсивно финансирует сознание занято тем, что рассказывает личности сказки, а на самом деле поглощает эту силу. И человеку создает, ну, такой, знаешь, вакуум. И вот когда действительно, находясь в этом вакууме, таком вот, скажем, такой пустоте личность. Почему вакуум? Потому что сознание, оно слишком сосредоточено поеданием, ну, больших порций, скажем так, нашего внимания. И вот здесь человек как личность может, ну, ощутить действительно свободу. А ощутив свободу, он начинает чувствовать даже мир духовный. Ведь мир духовный всегда притягивает руку к любому человеку. Это мы этого не замечаем. Почему? Потому что перед нами стоит дьявол. Между Богом и нами как стена. Поэтому, убрав эту стену, ты видишь райские врата. Конечно, хочется. Многие делились, что они отмечали, что перед тем, как встретиться с истинными знаниями, они совершали череду своих выборов в материи. Но вот как будто бы поступали иначе, поступали как-то, ну, что ли, по совести, как вот это диктовало внутренний вот этот голос. Ну, вот часто и хорошем плане. такое бывает, когда человек, живя в этом материальном мире, привыкший к его правилам и тому подобное, вдруг в нем просыпается совесть. И вот он в убыток себе делает что-то правильное. И здесь начинает задумываться, почему он так поступил, что это за явление было, что такое вообще совесть. Да? И вот здесь человек, начиная задумываться об этом, он погружается вглубь себя и встречает там нечто живое. Это тоже бывает. Это вы правильно сказали, что это настолько важно для человека становится, что он, когда утрачивает это состояние вот этой благодати, то, безусловно, хочет вернуть его, потому что это Конечно. самая большая потеря и утрата в его жизни. И многие, не зная, каким образом
восстановить вот эту связь внутреннюю. Они пытаются воссоздать те же Те же условия. обстоятельства, да, или быть в окружении тех же людей во время встречи, с которыми произошло вот это глубинное соприкосновение. Как Либо же космонавты в космос да, отправятся. да, да, Да. да. Но это же не то. Мгм. Это внутреннее состояние самого человека. Неважно, где он находится, неважно, с кем он находится. Если он не готов к тому, чтобы открыть собственные двери, именно человек открывает эти двери навстречу Богу. Двери к Богу, они всегда открыты. Мы их закрываем. Даже не мы, бесы нам их закрывают. Но оплачиваем это мы своей жизнью. Вы еще, Игорь Михайлович, говорили очень много про то, что у человека должна быть истинная цель. Еще интересно было то, что в христианстве понятие греха немного другое, чем мы привыкли сейчас воспринимать своим сознанием. Для нас, людей, чаще всего грех — это какой-то запрет. То есть такая запретная территория, запретные мысли, запретные действия. И вот после наших передач, где вы рассказывали про цель, очень по-новому уже понимаешь то, что в Древней Греции под грехом понимали промах, непопадание в Конечно. цель. Цель — это цель. Мгм. А когда ты промазал мимо, то это уже грех. Мгм. А давай разберем, ну разве это не так? Мгм. Любые действия, которые мы выполняем, которые ведут нас к греху, то есть мимо цели, они есть смертельно опасны. Разве не так? Ну, давай поясним проще. Есть точка А, точка Б. Вот нам надо с точки А прийти в точку Б. А мы вместо того, чтобы идти по прямой, мы пошли совершенно в другую сторону. Разве это не грех? Вот это и есть грех. Любые действия, которые мы совершаем, те действия, которые не ведут нас к Богу, это и есть греховные действия. Почему? Потому что они идут мимо нашей цели. Вот весь ответ. Все очень просто на самом деле. Когда человек сходит с пути, да, пропадает с этих радаров. Понимаешь, Мгм. когда в древности сохранялись еще знания, Мгм. которые сам Иисус принес сюда, и были люди, которые помнили Его слова или же передавались без искажения, ну, много было понимания, именно как учение. А потом уже сделали религию. В религии, конечно, уже свод свой законов, это уже общечеловеческое, ну это уже, так скажем так, предписанные действия для организации, Мгм. скажем так. То просто бизнес. А истинные знания, которые были принесены, они были просты, они были легко понимаемы. И самое важное, они не отторгались человеком. Понимаешь, вот на сегодняшний день вот я скажу такую вещь очень интересную. Очень мало людей на самом деле среди христиан, кто прочитал Библию. Еще меньше тех, кто понял. Мгм. А вот если мы возьмем в процентном соотношении, то Библию, ну, может быть, по разным данным, но на самом деле не больше 11-12% прочитало Библию. Это Да. среди христиан. А среди мусульман там вообще это все сводится к еще меньшему проценту, я так скажу. Тех, кто прочитали Коран. Не то, что вот его выучили или еще что-то, а вообще прочитали Мгм. даже. Мгм. Но это правда жизни на сегодняшний день. Да, очень много утратилось действительно и пониманий, которые исконно были заложены и передавались людям. Но опять вот смотри, у нас были передачи, мы разбирали уже, да и люди сами знают, что и Коран был написан уже после ухода лучшего из людей, самого пророка Мухаммеда. Был написан как раз теми людьми, которые противостояли Мухаммеду. Гораздо раньше, но то же самое произошло и в христианстве, когда учение Иисуса Христа было просто искажено и переделано в религию. Ну это понятно, почему? Потому что по тому своду правил, которые давали пророки, давал Иисус Христос, ну построить религию невозможно. Ну как ты сделаешь религию, если Иисус Христос говорил: «Вы равны»? Нету между Богом и вами никого. Да? Когда говорит: «Только через меня спасетесь». Ну а как? Ну как так вот? Ну, вот поэтому и переделали, понимаешь? А людям же ж хотелось. Мгм. Мгм. Хотелось возглавить это все, хотелось портфель иметь, доход иметь, да? Мгм. Мгм. Ну, вы знаете, Игорь Всё Михайлович, когда просто. есть ключи истинные, то очень много открывается. Вот вы Согласен. рассказывали в одной из передач историю с вашим знакомым, где вы задавали ему вопрос: «Где ты?». И так интересно, что после этой передачи, когда
ты смотришь на тот же Ветхий Завет, на книгу Бытия, где рассказывается сюжет, как ходил Бог по саду, и после того, как Адам согрешил, искал его между деревьев. Где ты, Адам? Где ты, Адам? И ты понимаешь только сейчас уже, что он не в прятки там играл с ним и искал, в каком месте он находится, а что после согрешения, которым является утрата вот этой цели, он стал невидим для Бога, что он обращался к тому, в каком ты состоянии находишься сейчас. Кто ты, где ты? Где ты, да. Ты в раю или в аду? Но если мы исходим из этой библейской легенды, то как раз Адам сделал свой выбор. Он отказался от Бога. Поэтому он стал действительно невидим Богу. Вот такой еще вопрос, Игорь Михайлович. Очень многие люди, когда задавали вопрос, а как все-таки не терять себя и быть более стойким на духовном пути, и чтобы было как можно меньше падений, минимизировать эти падения, вы говорили, что очень важна цель и вот эта истинная цель, что если ее нет, то, конечно же, человек будет шататься. Можно Вопрос я здесь был. поясню? Сейчас перед вопросом. Вот есть точка А и точка Б. Когда мы выходим из дома с точки А, и мы должны прибыть в точку Б, все понятно. Когда мы выходим из дома, и непонятно зачем и непонятно куда, то куда мы придем, друзья? Вот и ответ. Неизвестно куда, непонятно зачем. Так же? Да. Поэтому цель — это то, что должно доминировать. Вот приведу простой пример. Вот многие говорят, вот как цель, вот я ставлю цель к миру духовному, и тут же возникает тысяча других целей, да? Ну, скажем так, супруга говорит, иди вынеси мусор, потом надо сходить в магазин, потом работа, дети, еще что-то. Берем обычную бытовую жизнь. Тут машина сломалась, тут еще какие-то вопросы. Ну, я-то иду к духовному, а в земной жизни масса других вопросов. И вот как это совместить? Друзья, на самом деле нет ничего сложного. Как это совместить? Очень просто. Что у вас доминирует, о чем вы заботитесь больше всего, то и есть ваша цель. Если ваша забота в том, чтобы отремонтировать автомобиль, и это ваша цель, то после того, как вы его отремонтируете, у вас не будет цели. На этом жизнь ваша закончилась. Ну разве не так? Все очень просто. Опять-таки нельзя забывать за свою истинную цель. Она должна постоянно в вас гореть. Приведу простой пример. Некоторые не понимают люди, как удержать это все, да? Но вот когда ты берешь на себя обязанность, когда ты это заявляешь еще и Богу о том, что ты идешь к миру духовному, что ты стал на духовный путь, сам себе это сказал, Богу заявил, ну такие претензии, на самом деле, кроме беса тебя никто не услышал. Бог тебя услышит, когда ты к нему придешь, друг мой. Ну, бес-то уже знает, что ты идешь, да? И вот ты встал, пошел и забыл. Говорит, а как же ж не забыть? Да, вот этот вопрос. Да. Как все время помнить о этой цели, не утрачивать эту Приведу цель? пример немножко отвлеченный. Представьте, что вы взяли какой-нибудь камень, да, обычно, и положили его себе за пазуху. Он нагреется от вашего тепла, какое-то время вы его будете помнить, пока он вызывает дискомфорт. Но через короткий промежуток времени, занимаясь тем, чем вы занимаетесь, в обыденной жизни, выносите мусор, отводите детей там в садик, ремонтируете машину, на работе что-то делать, обычная жизнь. Вы забудете, что у вас камень за пазухой. Поэтому этот камень должен быть горячим. Он должен быть настолько горячим, чтобы ты не мог, друг мой, о нем забыть. Так и цель, она должна настолько быть горячей, тогда ты ее никогда не забудешь. Когда ты стремишься к ней каждое мгновение. Тогда, знаете, тут как, если есть цель у человека, он ее добьется. А если у человека нету цели, он о ней лишь говорит, конечно, ничего не произойдет, правильно? Это все равно. Простой пример приведу, но он легко понимаем. Собрался худеть, говорит, все, я сажусь на диету. А потом говорит, диета мне не помогает. А как же ты худеешь? Там диета такая-то, диета такая-то. И между прочим, по привычке во время
приема пищи основной ты сидишь на диете. А между приемами пищи, как обычно, печенюшка, конфетка, там, виноградинка, ну что не так? Да. И, конечно, никакая диета не помогает, правильно? А это какая диета самая лучшая? Рот зашить. Лучше ничего нет. Похудеешь. Если цель стоит действительно похудеть, ну, конечно, похудеешь. Просто перестань лишнее употреблять. А если цель стоит достичь мира духовного, дойдешь? Ну, конечно, дойдешь. Просто перестань слушать бесов. Перестань играться в жизнь, и тогда ты обретешь жизнь. А пока мы играемся, знаете, у нас вся жизнь — это игра. Вот многие жизнь воспринимают как, знаете, действительно игру, как нереальное существование. Да, оно временно. А почему мы воспринимаем ее как нереально? Вот простой вопрос. Что за этим стоит? А за этим как раз и стоит свобода нашей личности в праве выбора ее. Когда человек уже как личность, он немножко сильнее, он уже наблюдает себя как личность и может уже воспринимать, ну скажем так, и сознание свое первичное и вторичное, и видит и понимает этот мир, что он не тот, и что-то с ним не так. Но знаний у человека нет. А ни одна религия в мире на сегодняшний день не отвечает на эти вопросы. Почему? Ну, потому что истина сокрыта в них. Иначе она бы вела к свободе. А системе это невыгодно. Почему невыгодно? Потому что системе выгодно что? Чтобы человек стал субличностью. Ну, или говоря религиозным языком, попал в ад. Почему? Потому что в аду человек будет находиться в полном рабстве сатаны и будет приносить ему какую-то прибыль. А если человек уйдет в мир духовный, какая выгода сатане от этого? Никакой. Опять-таки, многие воспринимают религиозный язык, ну, как нечто фантастическое, людьми придумано. Но проблема в том, что за этими сказками стоит физика, самая натуральная физика. Субличности в действительности существуют. И на сегодняшний день они в некоторых людях в огромном количестве существуют. И это так. Не факт, друг мой, что тебе нет. Знаешь, если внимательно посмотреть за собой, когда одно дело мысли приходят от системы, стандарт. Наше сознание, оно работает, оно агрессивно, а другое дело, когда ты чувствуешь, как поднимается что-то изнутри, чужое, народное, когда оно тебя охватывает, ведь многие это чувствуют, и очень многие с этим сталкиваются. Но я думаю, это отдельная тема. Если будет интересно нашим друзьям, можно пояснить и за это. Да, такие вопросы. Потому что оно, скажем так, серьезная тема. А сейчас мы говорим о цели. То есть цель должна быть как раскаленный камень за пазухой. Да, все время подогреваться. Если ты ее не подогреваешь, друг мой, своим вниманием, то она остынет. А остынет, ты ее не заметишь. И вот некоторые, а как же это делать? Да, но вот в течение дня, я понимаю, быт, жизнь, ну а мы что же в этом мире, друзья? Разве мы на другой планете? Да нет. Разве мы в других условиях? Мы же не в созидательном обществе живем. Мы живем в том же потребительском, так же, как и вы, с теми же самыми проблемами. Все видим, все понимаем. Это, ну, скажите, подскажите что-нибудь, да, чтобы было легче. Подсказы. Многим рассказывал и так, подсказываю теперь всем. Есть простое правило. Для того, чтобы наша цель была яркой, чтобы наш камень был горячий, и мы о нем не забывали, можно делать очень простые и легкие упражнения, но очень часто между нашими, ну скажем так, практиками или намазами, неважно, молитвенные практики у вас, духовные практики, чтоб не забывать, нужно вспоминать как можно чаще. 30 секунд, 1 минута времени, неважно. Ты можешь сидеть с человеком, разговаривать, но в это время нырни вглубь. Просто направь свое внимание внутрь себя, друг мой, к своей душе, к миру духовному. Это единственные врата. Нет у нас нигде вокруг нас, скажем, врат, ведущих в рай. Они внутри нас. Мы с собой носим ключи от рая и ключи от ада. Все в наших руках. Поэтому ключи от ада давайте отложим, а ключи от рая просто не будем выпускать из своих рук. Правильно? Буквально, если ты каждые 5 минут или там 10 минут ты будешь вспоминать и просто нырять. Вот
посылать свое внимание внутрь, к миру духовному, к своей душе, чувствовать это. Вот прочувствовал немножко и занимайся дальше своими делами. Но через время, как только чувствуешь, что остывает, подогрей своим вниманием. Направь туда опять свою любовь. Не знаешь, как любить — направь внимание. Не знаешь, как направить внимание — думай об этом. Сосредоточься на этом. Ведь это ж просто. Каждый из нас может сосредоточиться на точке на стене. Берем, допустим, листик бумажки, нарисовали точку и повесили его на стену. Сколько мы можем смотреть на него? Внимательно, довольно долго. Мысли убрать мы не сможем. Мысли, да, будут атаковать. Но это ж одно дело мысли, а другое дело внимание. И вот когда мы сильно сосредотачиваемся, то мысли становятся ворох. Почему? Потому что мы направляем жизненную энергию в точку на стене. Понятно, система и так на этом зарабатывает, но слишком много еще и всяких бесенков, которые хотят получить наше внимание. Вот отсюда оно и возникает. Чем больше внимания вкладываешь, тем больше, попыток вас отвлечь от вашей цели. Надо это просто знать, игнорировать. Допустим, та же практика, да, вот тот же круг. Начни с круга. Пусть твои мысли будут за кругом, вытесни со своей территории и не пускай их туда. А сам сосредоточься внутри этого круга, скажем, к миру духовному. Подумай о нем. Раз, второй, третий, пытайся чувствовать. Знаешь, нет людей, которые бы не смогли этого сделать. И есть люди, которых бесы настолько задергали, что у них рассеянное внимание, что они забывают тут же, что они хотели. То есть у них нет цели. Это как те же люди, которые вышли с точки А точки Б у них нет. И вот поэтому их шатает всю жизнь у них, они сами не знают, чего они хотят. Ставят какую-то себе там цель, достичь что-то по работе, достигли, дальше сплошные разочарования. И чтобы какую цель они ни ставили земную, дойдя до нее, они разочаровываются. Поэтому у них уже при постановке цели к миру духовному сознание им тут же начинает рассказывать. Ты же разочаруешься еще раз. Смотри, какой у тебя богатый опыт. Конечно. Неудач, да. И тут же начинает отговаривать, пугать человека и личность. Я не могу, да, то есть не получается. То есть она соглашается с доводами. Друзья мои, каждый из вас чувствует, и каждый из вас понимает, что нет ничего проще, чем обрести жизнь. Но каждый тут же понимает, что нужно преодолеть массу сопротивления в этом мире, но не от кого-то, от своего собственного сознания. Каждый человек, скажем так, кто является рабом шайтана, да, это инструмент того же шайтана. Да, будут отвлекать, будут дергать, но любые их действия — это ничто по сравнению с бесами в вашей голове. Как только вы поняли, что действия какого-то человека направлены на вас с целью вас отвлечь, ввести вас в эмоцию, еще что-то, сбить с духовного пути, то вы уже вооружены, потому что вы поняли это действие. Вы разоблачили тайнодействие того же беса. Вы знаете, что он хочет. А раз вы знаете, что он хочет, то вы легко можете от этого отказаться. Поэтому очень важно иметь горячую цель. Правильно? Да. Ведь ничего сложного. Знаете, Игорь Михайлович, вы говорили о том, что необходимо все чаще и чаще себе напоминать о этой цели. И наши зрители поделились тоже с нами притчей о том, что один японский монах, он постоянно себя спрашивал. Он задавал себе вопрос: «Где я?» И отвечал: «Я здесь». Снова задавал себе вопрос: «Где я?» И отвечал: «Я здесь». И над ним немножко насмехались и он замолчал. Другие. А потом он замолчал и говорит: «А почему ты, собственно, не спрашиваешь и не задаешь себе вопросы: где ты, где ты?» И он дал ответ про то, что я перестал себя терять. Правильно. И этот момент, что обязательно в жизни каждого, кто идет, наступит момент, когда человек перестанет себя терять. И об этом очень много прослеживается в суфизме, где они сразу боролись с нафсом, поминали Бога и в сердце своем, и словами. А потом наступает в жизни суфия обязательно момент, когда он чувствует это живое лучезарное пламя, которое в нем горит, которое сжигает весь нафс. И дальше все суфии говорят исключительно уже о возвращении домой, о этой любви. Правильно, потому что тяжело
обрести первичный опыт, а обретя его, ну уже просто страшно потерять. Многие теряют, но когда ты знаешь, что ты утратил, ты это ищешь, обязательно найдешь. Это ну, очень просто на самом деле. Вот в действительности настолько просто обрести жизнь, знаете, что, ну, вот, что многие просто теряются. Это так же, как похудеть. Вот говорят, надо что-то делать. И вот здесь, понимаете, что в одном, что в другом случае надо что-то не делать. И тогда все откроется. Вот если в процессе похудения, то реже открывай рот, и все станет на место. Ну что, не так? В процессе духовного пути для того, чтобы прочувствовать мир духовный, что нужно делать? Наоборот, не делать. Не делай то, что тебе говорят бесы в голове. Когда ты понимаешь, что это глупость, вот не делай. И в тебе вначале проснется совесть, а за ней проснется и любовь Божья. Все ж просто. Но многие совести боятся. Здесь тоже, вот знаешь, вот мы сейчас зацепились с тобой, и действительно многие люди пугаются. Ну, работа у него такая, на рынке стоит человек. Это так беру по мелочи. А есть же люди, которые на службах и в политике, ну и, скажем так. Им кажется, что это делает Для их того, слабее. да, для того, чтобы жить хорошо, нужно, Да. чтобы совесть была на привязи. Да, Да? да. А как же я вот отвяжу совесть, как же я потом жить буду? Ну, совесть, она действительно просыпается с развитием человека духовно. И никуда от этого не денешься. Просто переоценка ценностей. Когда то, что тебе сейчас кажется, пока ты живешь в мире материальном, ценностями потребительского формата, очень важным и очень ценным, то сбросив эти оковы сатаны, вдохнув свободы, ты понимаешь, что нет ничего ценнее, чем свобода, чем та же совесть. А совесть — это внутренние глаза. Это то, что ведет к обретению чувственной любви, которая ведет к спасению, к жизни, настоящей жизни. Все очень просто. Вот вы говорили о том, что нужно чаще и чаще обращать внимание внутрь себя, чаще и чаще соприкасаться с миром Конечно. духовным. И вы знаете, есть замечательная народная поговорка, которая говорит о том, что цветок нужно поливать постоянно, а не только в тот момент, когда ты хочешь почувствовать его аромат. Это правильно. Если ты хочешь, чтобы цветок рос, чтобы ты мог им любоваться и в любой момент прочувствовать его аромат, за ним надо ухаживать, его надо поливать, заботиться нужно о нем. Вот так и практика лотос. В принципе, тот же цветок. Да. Если ты хочешь обрести мир духовный, если ты хочешь, чтобы Бог увидел тебя, то надо быть как тот цветок лотос. Через всю грязь с самого болота нужно подняться из нечистот и просто проявить себя перед солнцем, перед ликом Божьим. И все получится. Вы видите, как все просто. Очень просто. Я понимаю людей, конечно, которые сталкиваются с многими вопросами, но ведь 99% всех вопросов, которые возникают, это вопросы от беса. Это так же, как при похудении. Какую диету взять, что мне принимать и тому подобное. Знаете, ну это ж… Формула проста. А формула проста. Да. Просто не открывай рот лишний раз. Так и здесь. Хочешь к миру духовному, не слушай бесов. И все будет хорошо. Так же? Да. А начинать надо с чего? Обязательно с любви друг к другу. Правильно, друзья. Поэтому давайте просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Вам спасибо, друзья. Спасибо, что с нами.